На неделе в Уфе депутаты Госдумы изучали опыт республики в сфере поддержки НКО. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. Ленара Хакимовна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вот у нас сегодня с вами информационный повод для нашей встречи. Это приезд депутатов Госдумы к нам в Башкортостан для того, чтобы изучить именно некоммерческий сектор, именно организации НКО. Расскажите, неужели вот у нас в республике действительно вот есть такие примеры? Это, конечно, огромный вопрос, на который вы можете отвечать часами, но тем не менее. Вот что стало главным фактором для того, чтобы приехали депутаты Госдумы? Спасибо большое, что пригласили. На самом деле тема шикарная, поскольку она говорит об открытости региона и тому, что в нем создаются условия для развития как вы говорите, некоммерческого сектора, так, я бы сказала, и сектора социального предпринимательства, то есть когда в социальной сфере фигурирует негосударственный сектор. Я бы вот объединила НКО и соцпредпринимателей в одну вот такую касту, так называемый негосударственный сектор. И он действительно в нашей республике очень хорошо развит, а поскольку за этим в стране следит Министерство экономического развития Российской Федерации, наши гости совершенно не случайно сюда прибыли, поскольку обратили внимание, что в течение 4 последних лет, 21, 22 и далее годы, у нас или 2-е, или 1-е место. То есть у нас было 2 вторых, потом было 1-е место в прошлом году, в этом году мы опять на 2-м месте. Но это говорит о том, что мы реально лидеры в стране. И это как бы теперь уже не нужно доказывать, потому что там такая сложная система критериев и, что оценивается для того, чтобы такое место присвоить. И мы понимаем, что на самом деле в нашей республике это системно выстроенная поддержка вот этого самого негосударственного сектора в социальной сфере. И мы об этом, собственно, рассказывали коллегам, показывали, знакомили их с конкретными нашими представителями этого негосударственного сектора. И я вас уверяю, что нам прямо есть чем гордиться. Я вообще получила удовольствие на этом круглом столе вот больше всего от вот этого осознания, вот какой мы взрастили вот этот сектор, он настолько профессиональный, это люди неравнодушные. И что классно, у нас идет даже перетекание, допустим, был руководитель НКО, становится директором государственного учреждения. У нас такое есть учреждение, это руководитель Зинуров, он был в некоммерческом секторе, занимался бездомными, сейчас он директор нашего государственного учреждения «Переправа». Мы знаем прекрасно Людмилу Сахапову, которая много лет возглавляет общественную организацию родителей детей-инвалидов. И она для нас известна как руководитель содействия. Да? То есть все, содействие, все знают, Людмила Сахапова. Сейчас она директор муниципального учреждения. И прекрасное вообще создано у нас пространство про добро или Уфа доброе. То есть вы знаете, на проспекте вот Людмила Ивановна сейчас там руководит, продолжая, в общем-то, поддерживать свою вот эту некоммерческую организацию. И много можно таких примеров приводить, когда какие-то вещи, которые поднимает, те вопросы, которые поднимает негосударственный сектор, они в итоге становятся вот прямо, не знаю, нормативным правовым актом, это меняются какие-то тарифы, то есть так было с ребятами-аутистами, вернее, РАС мы называем, да, то есть РАС-Свет, есть у нас организация, да, Юлия Кожевникова, она все время поднимала вопрос, подушевое финансирование, там должен быть другой тариф для того, чтобы учителям, тьюторам было выгодно, и чтобы ресурсные классы для детей с РАС, они на самом деле были, скажем так, выгодны, что ли, да, для учителей, чтобы учитель шел на эту работу. Вот это тоже удалось сделать. Сертификаты для детей-инвалидов появились благодаря родителям, благодаря Координационному совету по делам инвалидов, который наш Ради Фаритович возглавляет. И именно мамочки сказали, а можно, вот если нет возможности в государственный пойти, чтобы можно было где-то, в санатории, в каком-то реабилитационном центре негосударственном все-таки получить эти услуги. И у нас с 2019 года действуют реабилитационные вот эти сертификаты, которые уже все любят. У нас объем денег на эти цели увеличивается, количество
детей, которых мы охватываем. Было 3, там стало 5,9 тысяч детей, которым удается дать вот эти услуги реабилитации. И самое главное, развивается сам сектор. То есть появились поставщики вот этих услуг. Это уже как раз социальные предприниматели. То есть это не СОНКО, но это тоже не государственный сектор в социальной сфере. Еще раз повторюсь, это важнейшая тема, то есть это рыночная история, и она работает. Потому что государство так выстроило, что коммерсант, он же просчитывает, да, свои расходы, свои будущие прибыль. Он видит, что в бюджете деньги заложены, он видит на 3 года бюджет. Он, соответственно, либо снимает, либо покупает помещение, делает ремонт, покупает оборудование, нанимает людей и делает эту работу, которая очень нужна людям. Вот самое главное на самом деле. Я считаю, что вот в республике вот это, ну, на мой взгляд, это наше отличие, очень выгодное отличие вот в целом на карте России. Немногие регионы могут этим похвалиться. Ленар Хакимовна, очень объемную информацию вы нам сейчас предоставили, но вот если уйти немного в частности, какие-то направления обозначить, именно почему Республика Башкортостан сейчас даже вот в ПФО на первом месте по количеству социально ориентированных НКО. Вот республика в свое время не побоялась доверить именно социальное обслуживание на дому некоммерческим организациям. Почему? Ну, достаточно рискованно. Согласна. Но вот такое было время. Тогда было послание главы государства, и даже было поручение, чтобы не менее 10% социальных услуг оказывались некоммерческими организациями, вернее, негосударственными организациями. И все регионы начали думать, как это выполнить. Мы сначала это сделали в пилотном режиме. Мы дали возможность, передали в виде субсидии эти средства. Социальные работники перешли в НКО, и мы посмотрели, как это работает. Получилось, что, оказывается, это возможно. И самое главное, мы выстроили такую, как это говорят, систему сдержек и противовесов, когда сами условия получения этой субсидии предусматривали такие штрафные, что ли, санкции за плохую работу. Вот чем отличается вот этот вот негосударственный сектор от государственного? Вот в государственном, независимо от того, хорошо ты работаешь, плохо ты работаешь, ничего не отличается, Ничего не изменится? Ничего не изменится, да, все равно 8 часов отработал, ушел, деньги все равно тебе заплатят. Да, вот общий смысл такой, да, то есть и государственное финансирование, оно не зависит, по сути, так скажем, точно не зависит от того, насколько там хорошо или плохо. Вот здесь мы сразу заложили в качестве критерия отсутствие жалоб от населения, отсутствие обоснованных жалоб. И при наличии 2 жалоб мы уже субсидию этой НКО не предоставляли. То есть мы отпилотировали полгода, и через полгода всей республике 100% всю республику передали в НКО. И вот это условие, плюс вот это, знаете, тогда появился какой-то ветер свободы, какое-то ощущение, что можно, творчество приложить. Да, у нас появились новые виды услуг. И в целом выросло качество. У нас появились социальные няни. Кстати, вот тогда появилась новая услуга «Социальная няня». И самое интересное, можно было даже непризнанных нуждающимися, вот просто, например, бабушке нужно к Пасхе почистить окна, да, пожалуйста, мы такую услугу оказываем, но она платная, естественно, да, то есть, у нас, в принципе, для только участников войны, в настоящее время для участников СВО и членов их семей бесплатные услуги, а так-то вообще-то у нас услуги платные, просто они очень доступны для населения, я имею в виду социальные работники. Так вот, и вот тогда появилось вот это вот оживление, я бы сказала. То есть это появилась уже какая-то философия рыночная в нашей работе. На мой взгляд, это был такой очень важный переход на том этапе. И это подстегнуло в каком-то смысле развитие всех наших некоммерческих организаций других, потому что появилась конкуренция за гранты, за какие-то субсидии, за даже, я бы сказала, информационное освещение. То есть это уже классно, когда появляется конкуренция. От этого в итоге выиграют люди.
Вы уже частично сказали о том, за счет чего, как поддерживают некоммерческие организации, как негосударственного сектора. Именно, а какие есть меры поддержки? Вот проговорим? Ну, вот смотрите, я повторюсь, как бы в целом зеленый свет — это понятно, да, то есть вообще все муниципалитеты и все органы власти у нас в республике, это позиция главы республики, позиция премьер-министра, они заточены на то, чтобы рынок входил в нашу работу. И, соответственно, например, берем имущество. У нас для социально ориентированных НКО, мы ведем, соответственно, реестр, то есть мы их знаем, и социальные предприниматели, их ведет Министерство предпринимательства и туризма. У нас через Минзем предоставляется вот это нежилые вот эти помещения с коэффициентом 0,01, то есть 1% от реальной стоимости аренды. Это прекрасные вообще условия, да? Это раз. Грантовая поддержка. У нас там что-то первое или второе место в стране по объему грантовых средств, которые были, по-моему, 380 миллионов. Сейчас немножко, ну, как бы, понятно, приоритеты другие чуть-чуть поджалось, но все равно это довольно существенная, хорошая грантовая поддержка. Она и у республики есть, плюс наши, за счет того, что они уже опытные, за счет того, что, вот я повторюсь, развитость сектора, да, то есть кадров, умеют отчитываться, умеют проводить мероприятия, знают свою работу, они очень хорошо выигрывают федеральные гранты. То есть это тоже же сюда все идет плюс, да? Плюс кадровая поддержка, то есть есть возможность переобучения. Центры занятости, пожалуйста, мы можем переобучать. Кстати говоря, если социальный предприниматель нанимает кого-то из категории инвалидов, то, пожалуйста, тоже с нашей стороны мы готовы поддержку оказывать. И вот возьми любой вопрос с точки зрения тех же муниципальных программ, то есть у нас у Уфы есть, например, грантовая поддержка, да, и другие муниципалитеты, ну, получается такая атмосфера наибольшего благоприятствования. Это очень важно, на самом деле, когда глава администрации, там, мама приходит, например, ребенка-инвалида, говорит, а я вот придумала, что давайте мы вот студию для детей откроем. Он скажет, молодец, давай, конечно, давай мы тебе поможем. Вот это все на самом деле является поддержкой. Поэтому и такая прямая, и косвенная, и даже то, что мы сейчас с вами об этом говорим, это тоже поддержка в итоге некоммерческого или негосударственного сектора. Вот это развитие, которое идет уже не первый год у нас в республике, вот этот фундамент, который был создан, он помог, когда нужна была организация поддержки бойцов СВО, семей. Вот Конечно, это направление. конечно. У нас вот я могу вот на память, да, сразу же вспомнилась организация под названием ЗОВ в Стерлитамаке. Это Тимур Кунакузин занимался ранее детьми-инвалидами. Когда случилась ситуация, вот он, по-моему, в 23-м году, они ну, так скажем, продолжая заниматься детьми, дополнительно докупили оборудование, приняли специалистов и занимаются реабилитацией бойцов. Это одна история, да, то есть реабилитация. Кроме этого, все, что связано с поддержкой, ну, как мы говорим, надежный тыл, да, то есть есть организация «Надежный тыл», и, соответственно, вся гуманитарка, ну, я так скажу, далеко не вся. То есть много очень гуманитарки, которая идет, даже, я бы сказала, совершенно не учитывается. Мы даже, наверное, иногда я думаю, что мы не можем даже предположить ее объемы, потому что зачастую они идут вот просто от людей, от населения, и их никто не учитывает. Но все равно есть организации, которые именно очень грамотно, толково, и плюс они привлекают волонтеров, молодежь, пожилых, и опять же тоже пишут грантовые проекты и обучают, и поддержку делают вот этим людям, которые вот, ну, каждодневно этим занимаются. Плюс у нас такие организации, как Комитет семей воинов Отечества. И это не коммерческая организация, она, естественно, социально ориентированная НКО. У нас есть ассоциация родителей погибших участников СВО. Ее возглавляет Алина Олеговна Серафимова, тоже НКО. У нас есть ассоциация ветеранов, непосредственно ассоциация, которую возглавляет Оскар Ихтибарович.
И плюс, конечно, это наш республиканский центр поддержки участников СВО «Башкортостан», который базируется там же, где фонд «Защитники Отечества». Но это тоже наша социально ориентированная НКО, которая в помощь фонду. Ну вот, на мой взгляд, у нас палитра такая, что практически многие вещи, плюс еще спортивные НКО, у нас огромное количество спортивных ассоциаций, вернее, федераций. Соответственно, палитра очень разнообразная. И я помню, был такой момент, когда 20-й, наверное, это был год, с Кариной Владимировной разговариваем, у нас, по-моему, был форум, посвященный материнству, семье, материнству, о том, что у нас нет организации, которая занимается семьями, просто семьями, не с детьми, инвалидами, даже не многодетными, а просто вот семьями с детьми. Вот. И тогда был брошен клич, что такая организация нужна. И она появилась. То есть у нас появилась организация, называется «Многодеток». Это наш прям партнер нашего министерства. Это и когда скидки многодетным, и какие-то мероприятия, с ними вместе, там, аллеи отцов, то есть советы отцов потом вовсю пошли, да, то есть, нужно обязательно вот с кем-то начать эту работу. Иногда это помогает, этому помогают гранты, иногда это делается совершенно без грантов, просто на вот каком-то энтузиазме этих людей. Поэтому просто реально очень большой спектр различных организаций, которые занимаются тем, что вот особенно важно подчеркнуть, что тем, что сейчас востребовано, они гибкие, они могут перестроиться и заниматься самыми актуальными для людей вопросами. Спасибо огромное, Ленара Хакимовна. Об НКО говорили сегодня в программе интервью. На наши вопросы отвечала Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.